построились. Это физкультура. Мы приветствуем вас на канале Физкульт Якутск, и у нас рубрика 5 с плюсом. Если вдруг в эти весенние дни вы окажетесь в окрестностях от Юрьяха, то вы увидите группу мальчишек и девчонок, занимающихся под руководством человека в спортивной форме. Да, это Ощепков Юрий Иванович. Школа номер 34 – это специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат. Если вы зайдете в эту школу, вас встретит тренер Юрий Иванович Ощепков, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, учитель физкультуры, тренер по пауэрлифтингу данной школы. Он расскажет вам про пауэрлифтинг, о параспорте, какие возможности стоят перед его воспитанниками и о том, как важно двигаться вперед. Ну и, конечно же, о достижениях его воспитанников на сегодняшний день. Идемте. Да, вон горы, да? Раньше здесь бегали, ребята, здесь. А вы база был, да? Юрий Иванович, добрый день. Как вы к этому пришли, к пауэрлифтингу, будучи боксером? Ну, я по пауэрлифтингу перешел, можно сказать, судьбе. Судьба меня перебросила после наводнения с города Ленска. В 2001 году попал, после этого переезд мой оказался таким, вот, как попал в специальную коррекционную образовательную школу-интернат номер 34 в городе Якутска. Эта школа непростая, дети ограничены возможностью здоровья и пути искал. Но до этого я был тренером по боксу, много лет работал. Но по приезду пришлось меня полностью 180 градусов поменять технологию обучения детей. Именно детям ограниченной возможностью здоровья. И искал, конечно, пути, как с ними заниматься таким видом спорта, учить их в физической культуре. Методически много работал, думал, спрашивал у людей, которые много имеют стажа работы. И как раз начинались международные спортивные игры «Дети Азии». И это было 4-е игры в городе Якутске. И я решил заняться как вид пауэрлифтинга. На этом виде остановился, и мои дети где-то месяца 3 потренировал, и мои дети попали на сборные курсы Саха-Якутии. После этого и пошло работа, усиленная работа именно по этому виду спорта. Я полностью много учился, много курсов проходил. И сейчас добился многих результатов. Мои дети, воспитал 2 мастера спорта, 2 кандидата мастера спорта и, конечно, зарядников спортсменов. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а какие вы считаете наиболее важные достижения за весь период работы в этом направлении? Важным достижением этот период работы я считаю, что я мог реализовать детям такое направление, как они, самое главное, здоровье детей улучшилось, можно сказать, и мое направление, как дети социализировались и попали, поступали на училище, педагогическое училище якутское, физкультурное отделение. Сейчас у меня учатся уже 4-й, можно, учащиеся уже попали, учатся, некоторые уже закончили, можно сказать. Очень хорошо, значит, вы учителей. Правоорганизационная работа очень хорошо идет. Так, еще один маленький вопрос. У каждого учителя, у каждого тренера есть своя изюминка. Глядя на себя со стороны, какую бы изюминку
изюминку, самую главную, вы вот в себе бы рассказали? Ну, изюминка, самое главное, да, вот, учитель должен быть всегда находить, искать пути. А у вас? Пути. То, что у меня это понятно. А вот вы себя как оцениваете? Вот именно ваше такое качество, которое вы считаете самое-самое-самое. Ну, самое-самое, вот учитель должен быть добрым человеком. То есть вы считаете себя добрым? Да, добрым. Так. И, конечно, физически крепким человеком, целеустремленным человеком. И, конечно, понимание детей. Самое главное. Здорово. И последний маленький вопрос. Вот, вероятно, глядя на вас, вы ездите у нас и по улицам республики, и даете мастер-классы, и семинары. Что бы вы пожелали тем будущим тренерам, учителям физической культуры, кто бы хотел пойти именно по этому направлению или просто работать с детьми в образовательном учреждении? Ну, сейчас бы я хотел бы сказать, что развивается инклюзивное образование в всех массовых школах, школах республики, города. Я бы хотел сказать, что не только занимались здоровыми детьми, учителя физической культуры, но и детьми ограниченной возможностью, которые имеют инвалидностью. Им и с ними тоже надо было заниматься, даже на уроках физической культуры. И хотелось, как учитель физической культуры, все говорят, думают, что я тренер, но я общественный тренер, можно сказать. Да, я детей вообще совершенно бесплатно тренирую. Деньги за это не получаю, но получаю зато уважение детей. Но каждый человек, учитель, должен достичь многое. Если он свое сердце возложит, свою работу любить будет, тогда все получится. Разрешите пожелать вам творческих успехов, профессионального закалки, роста, чтобы ваши воспитанники достигали высот самых больших, каких только можно достигнуть. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания.